Вот, дорогие друзья, это город Шипоков, это мой дом. Вот он, улица Дзержинская. 7 марта примерно в 4 часа утра в городе Шопоков в одном из многоквартирных домов по улице Дзержинской начался пожар. Огонь охватил 5 квартир. Пожар начал полыхать со 2-го этажа. Огонь вспыхнул примерно с вот той дальней комнаты. Сами жители сгоревших квартир предполагают, что огонь начался из-за замыкания старой проводки. В течение получаса пожар со 2-го этажа перекинулся на 1-й. Все квартиры здесь сгорели. Находиться в этом здании сейчас невозможно. Потолки сыпятся. Само помещение находится в аварийном состоянии. Есть опасность того, что эти потолки могут вот-вот обвалиться. 5 семей остались на улице. Всего 18 человек. Детей, говорят, на первое время расселили у родственников, а взрослые ночуют кто в машине, кто у соседей. Квартиру еще не нашла. Дочка где-то снимала здесь какую-то комнату, я там туда пошла, сейчас там мы живем с ней вместе. В одной комнате все ютимся. Некуда нам сейчас идти. Ты приходи квартиру сюда, мы сами не нашли отдельно пока. У нас. Сгоревший дом был построен в 1938 году прошлого века. Все полы в нем были деревянными. Именно поэтому огонь очень быстро перешел на нижние этажи. У многих сгорели документы и ценные вещи. Азиза Шабанова – мать-одиночка. Средств для восстановления паспорта и свидетельства о рождении детей, рассказывает она, у нее просто нет. Я беременная с 2 детьми, осталась совсем без ничего. Не знаю, с чего начинать, что делать. Ночами не сплю. Детей жалко, дочка перепугалась. Теперь не знаю, с чего начинать. Вот прошу помощи, может, кто-то как-то поможет, чем сможет. По словам пострадавших, пожар начался в квартире жильца, который не может разговаривать. Видимо, сразу позвать на помощь он не мог. А когда стал будить соседей, стучать в их двери, огонь набрал силу. Тушить пожар приехал только один пожарный расчет. Вот так вот они с этой одной машиной мотались, пока не вызвали из города этих пожарных. Это халатное отношение. Это уму непостижимо, что по такому району одна машина. Спросили у мэра, почему только одна машина. Он ответил, оказывается, меня тогда не было, эти вот девчонки. Что он ответил? Он, оказывается, ответил, одна машина на ремонте, оказывается. Да. В МЧС отмечают, что на тушение огня были отправлены 4 пожарных расчета. К счастью, обошлось без жертв. Жителям удалось вовремя вывести всех маленьких детей на улицу. Отравился угарным газом лишь 1 человек. Его сразу госпитализировали в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Пожар был локализован в 7 часов 11 минут, потом в дальнейшем полностью ликвидирован. На сегодняшний день сейчас проводится работа именно по уточнению причины пожара возникновения. Мэр города отметил, что пострадавшим окажут помощь. Некоторым погорельцам будут оплачивать 50% от квартплаты. Однако, когда эти средства будут выданы, чиновник не уточнил. Самое главное на сегодняшний день – это восстановить документы. Материальная помощь будет оказана. Если мы остановимся на том, что мы часть здания закроем, там, где удалось сохранить квартиры, но примерная сумма уже огласилась, это в размере 50 тысяч сомов каждому владельцу квартиры. Местные чиновники подсчитали примерную стоимость восстановления кровли сгоревшего многоквартирного дома. Только по предварительным подсчетам на ремонт крыши уйдет около 700 тысяч сомов. Однако местные власти такие средства выделить не могут. Погорельцам лишь остается ждать помощи со стороны. Айтолкун Сулпуева, Владимир Кулбалдиев, НТС.